прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Лучше один раз увидеть. Освещение вашей культуры, ваших национальных традиций, ваших богатых, красивых пейзажей для нашего населения. Узбекские журналисты находятся в нашей республике в рамках медиатура, организованного Министерством туризма. Какие они впечатления и эмоции гостей от горного края? Бренд, покоривший всех. Вкус этого хлеба ни с чем не сравнить. И качество хлеба тоже ни с чем не сравнить. Расскажем об истории, славе, легендах и рецепте шатойского хлеба. Попытаемся узнать секретный ингредиент. Порхать как бабочка, жалить как пчела. Кто становится первым, получает звание мастера спорта России. Состоялся турнир в памяти основателя Ачхой-Мартановской школы бокса Турпала Али Кукаева. Сколько спортсменов приняло участие? Чеченская Республика заняла первое место в экономическом блоке промышленно-технического форума «Иннопром», который проходит в Екатеринбурге. Среди представителей промышленности страны и ближнего зарубежья на нем было представлено 6 крупных наших компаний. Помимо этого, регион подписал ряд соглашений с Липецкой областью о социально-экономическом сотрудничестве и другие с новыми субъектами России, дабы поддержать их и развить продуктивное сотрудничество. Благодаря тому, что 2022 год главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым был объявлен годом промышленности, это придало огромный стимул для развития именно отрасли промышленности. И вчерашнее наше награждение, это говорит о том, что никакие меры ограничения, никакие санкции не могут нам помешать для достижения целей и задачи, которые нам поставил наш национальный лидер, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Таинственный и загадочный он не может не вдохновлять своими современными вздымающими ввысь небоскребами, красивыми проспектами и парками. Грозный прекрасен, в этом убедились и узбекские журналисты, которые находятся в республике в рамках медиатура, организованного Министерством туризма. Однако Аргун, Гудеримес и Высокогорье регион не может оставить равнодушным также никого. О впечатлениях гостей и целях мероприятия расскажет Наталья Депутатова. На второй день своего путешествия у гостей уже сложилось впечатление о Чеченской Республике в рамках тура, но им предстоит посетить еще многие достопримечательности нашего горного края. Время полета составило 2 часа 45 минут. Это очень удобное и время, и удобный был сам полет, он прямой. Нас встретили здесь представители Министерства туризма. У вас очень прекрасная кухня национальная, она чем-то схожа с нашей узбекской кухней. И нам было очень приятно вообще, как нас встречали. Вчера мы даже побывали на базаре, который тоже схож с нашим базаром. То есть мы видим, что очень много общего между нашими народами, между городами. Представители медиапространства Узбекистана, это сотрудники телерадиокомпании, редакторы, операторы, всего 14 человек, отправились в город Аргун, где посетили мечеть имени Аймани Несиевны Кадыровой, более известной как «Сердце матери». Необычный дизайн в стиле хай-тек всегда поражает всех посетителей. Очень красиво, честно. Я такую мечеть, я сам из Ташкента, Узбекистана, у нас очень много мечетей, такого вида я впервые вижу. То есть он впечатлил меня снаружи, а теперь внутри я еще был больше впечатлен. Тур помогли организовать Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с Узбек-Авиа, представительство которого теперь функционирует и в международном аэропорту Грозного. Нам бы хотелось рассказать своим коллегам по цеху с Узбекистана, какие возможности в плане туризма, в плане гастрономии, объектов посещения, какой у нас потенциал в плане туризма. Также в рамках посещения делегации из Узбекистана Чеченской Республики у нас запланирована встреча с турсообществом Чеченской Республики с целью такого конструктивного взаимодействия. Еще одной точкой посещения стала прекрасная белоснежная мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Самая большая мечеть Европы выполнена в
османском классическом стиле. Открыта она была в 2019 году и вмещает до 30 тысяч молящихся. Подобные туры проводятся на регулярной основе для всех желающих. Мы очень рады быть на этой земле. Начиная с 26 июня запустили прямые авиарейсы по направлению Ташкент-Грозный-Ташкент дважды в неделю. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, это www.uzairways.com. То есть полностью это все автоматизировано. Вы заходите на сайт, выбираете дату, выбираете маршрут и также можете оплатить по карте. С каждым годом туризм, благодаря вниманию и поддержке главы региона Рамзана Кадырова в Чеченской Республике, становится все более популярным. Наш край посещают тысячи туристов и неизменно остаются в восторге от увиденного. На этом экскурсия по Чеченской Республике для гостей из Узбекистана не закончилась. Им предстоит увидеть еще много интересного, познакомиться с жителями, культурой и традициями региона. Далее в рамках медиатура гости посетят горное озеро Кизиной-Ам, где для них организована культурная программа и ознакомление с достопримечательностями. А уже завтра отправление в Узбекистан на теперь уже ставшем регулярном рейсе Грозный-Ташкент. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Автодорога Ищерская-Червленная – это востребованное направление, поскольку по ней осуществляется маршрутное сообщение Чеченской Республики одновременно с несколькими соседними регионами. Вместе с тем артерия соединяет Наурский и Шелковской муниципалитеты с Грозным. Все это говорит об актуальности ремонта на данном участке. Сколько километров трассы проводится в нормативное состояние, расскажет Лейла Муртазова. На автодороге Ишорская-Червленная ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона с протяженностью 13 километров. К слову, для укладки используется высококачественный местный материал. У нас сейчас идет верхний слой. Вы раньше асфальтировали, сделал верхний слой, асфальтировали что-то. У нас задействовано где-то под 40 единиц КАМАЗов. И спецтехники 6-7 единиц. Рабочая сила 12 человек на спецтехнике работает. После завершения работ на дорожном полотне предстоит укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку. Отметим, что на этой неделе подрядчик планирует завершить асфальтобетонные работы на оставшихся 5 километрах данного участка. Ишорская-Червленная – это очень загруженное и востребованное направление. Это маршрутное сообщение региона с Республикой Дагестан, со Ставропольским краем, Северной Осетией, Аланией и Кабардино-Балкарской республикой. Также дорога соединяет населенные пункты Наурского и Шелковского районов со столицей субъекта. Ремонт повысит безопасность дорожного движения и создаст для водителей комфортные условия для передвижения. Всего в текущем году на трассе Ишорская-Червленная в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» реконструируют 4 участка. Еще один объект в данном направлении отремонтирован по программе содействия развитию автомобильных дорог общего пользования регионального межнационального значения. Нацпроекта с 19 по 22 год проложено 23 километра дороги. И с 23 года мы прокладываем, собираемся отремонтировать дороги 61 километр. К концу этого года в рамках нацпроекта реконструируют около 40 километров дорог. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахмадов, Вести, Чеченская Республика. Во Франции багет, в Италии пицца, а в Чеченской Республике из мучного визитной карточкой можно отнести шатойский хлеб. Еще со старины чеченцы едят хоха. Пышная лепешка, приготовленная на сыворотке, однако продукт шатойской пекарни затмевает порой традиционные. Рецепт закваски принадлежит Сайпи Камаеву, он принадлежит к династии пекарей. Ее секрет пока никому не известен, хотя с момента открытия завода прошло 55 лет. Удалось ли нашему корреспонденту Мадине Кураевой узнать секретный ингредиент, узнаем из следующего сюжета. Аромат свежеиспеченного хлеба, который сразу же уносит в детство. Мягкий, воздушный и с особенным вкусом. Все это про шатойский. За ним жители с разных районов приезжают прямо на производство.
Поставляется он почти во все районы республики, ассортимент на заводе большой, готовятся различные изделия. Это хлеб 4 видов, батон, бакет, лаваш и булочки. Коллектив состоит из 32 сотрудников. Здесь работа не останавливается ни на минуту. Сейчас специалисты замешивают тесто для легендарного шатойского белого хлеба. Делается это в несколько этапов. Чтобы он получился воздушным и не терял свои свойства, добавляется опара, которая готовится по старинному рецепту. Но секретный ингредиент сотрудники нам не раскрыли. Из одного замеса получается приготовить 180 буханок. Каждый кусочек теста взвешивается, он не должен превышать 565 граммов. А выпекаются хлебобулочные изделия при температуре 240 градусов. Оборудование здесь новое и отвечает всем стандартам качества. Возобновлена деятельность завода 3 года назад благодаря Шадиду Цакаеву, который полностью отремонтировал старое здание, но при этом сохранил первозданный облик. Полы полностью поменяли, стены окрасили. Тут вообще ничего не было, это было чисто заброшенное здание. Некоторые люди говорят, что он был заброшен 8 лет, некоторые 6, я точно не могу сказать. Вот, поэтому нам пришлось все заново восстановить, даже отопление. Все делали заново. Оборудование, то оборудование, которое тут было, оно было уже вообще ни к чему не пригодно, поэтому мы купили современное оборудование. Если бы наш региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова помогло, этого всего бы не было. История завода начинается еще с советского времени. Успех шатойского хлеба начался сразу же после назначения директором Сайпы Камаева. Их род славился тем, что они были исконными пекарями. Под его блестящим руководством производство стало популярным по всей республике. Конечно же, мы хотели, чтобы был продолжатель, чтобы был человек, который бы продолжил вот эту династию наших Камаевых, Сайпы, который здесь работал всю жизнь, можно сказать, производителем вот этого хлеба. И слава Богу, буквально где-то 4 года назад нашелся замечательный инвестор Шадид, который приехал сюда к нам в район, именно в Шатой. Это тоже очень замечательно, потому что для социально-экономического развития района, и тем более очень много людей, которые ради хлеба сюда приезжают в район. Жители не только Шатойского района, но и всего субъекта безмерно рады восстановлению завода. Хлеб поставляется на прилавки каждый день по несколько раз. По словам владельцев магазинов, они не успевают разложить его, как сразу же забирают. وحر بيش توريست غاس بحمرز بير حدا بيان خاص دودش عشوز بيب ديك دو مارز دو قوز شوز دي وز بابيسات ديل بصورك ديل 20 ديل دوتشنا نصرت حمل قيحي تعدوش تو. В планах у предприятия расширение ассортимента, также бренд скоро запатентуют, чтобы покупатели могли узнать оригинальный шатойский хлеб. На каждом изделии будет буква «Ш». Мадина Кураева, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская республика. Награждение победителей и призеров всероссийских и международных соревнований состоялось в Министерстве Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова более 60 спортсменам, представлявших республику по самым различным олимпийским видам спорта на всех прошедших соревнованиях в этом году, вручили благодарственные письма и денежные сертификаты на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. Руководитель ведомства Иса Ибрагимов поблагодарил всех за усердие и пожелал еще больше побед. Футбольный пляж, разные дома, спортзал, кипот пишем, это таришь, она услышит, так уэнтона, төл результат. Цагайче яблок он даже рахик метильбу, мерж дахаду. Сандела доктор, короче, лилвашли, договори удар, так ночью она бьякам вот это лайна. Тогда сейчас ночью дуется даже, делается бур. Порхать как бабочка, жалить как пчела. Даже люди, далекие от бокса, слышали эту знаменитую фразу. В ней кратко выражена суть данного вида спорта. Быть быстрым, легким и подвижным, но при этом в нужный момент нанести точный и сильный удар.
Автор фразы «легенда» Мухаммад Али был воплощением этой философии. Последователи его таланта собрались на турнире в памяти основателя Ачхой-Мартановской школы бокса Турпала Али Кукаева. Принимали участие в мероприятии не только чеченские спортсмены, но и из других регионов страны. Наталья Депутатова следила за триумфами. Сегодня на этом ринге выступят боксеры из 23 регионов Российской Федерации. Все мы знаем о том, какое внимание уделяет развитию спорта в нашей республике герой России, глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Сразу после приветственного слова организатора соревнований и представления всех участников и судей на ринг вышли местные боксеры Халид Абзаков и Муслим Исаков. В этом зрелищном бою явное преимущество на стороне Исакова, которому 18 лет, он 5 лет тренируется в клубе «Ахмат» и уже имеет звание чемпиона региона и чемпиона СКФО в категории до 71 килограмма. Завершился поединок после второго раунда технической победой. Муслим Исаков, Чеченская республика. Кое-кто в ринг подготовится второй паре боксеров. В первый день в боях приняли участие 28 боксеров из разных регионов – Ханты-Мансийск, Башкортостан, Санкт-Петербург и весь Северный Кавказ. 14 поединков, каждый из 3 раундов по 3 минуты каждый. У нас получилось сейчас, как вы видите, провести первый всероссийский турнир класса памяти Турпала Али Кукаева. Также у нас в районе функционирует спортивная школа Олимпийского резерва имени Турпала Али. Ниже кандидата мастера спорта не участвуют на турнире боксера. Турнир получается у нас мастерский. Кто становится первым, получает звание мастера спорта России. Организатором турнира выступил брат именитого спортсмена, мастера спорта по боксу, основателя Ачхой-Мартановской школы бокса Турпала Али Кукаева. Это олимпийский бокс. На это соревнование будет присваиваться кворум. Кто становится чемпионом всероссийского турнира нашего, он выполняет нормативы массы спорта России. На наши соревнования будут давать чемпионские пояса нашего турнира, соответственно, степени и дипломы, грамоты и так далее. Соревнования проходили в необычном месте. Ринг установили прямо на поле стадиона Ахмат-Ачхой. Участники, приехавшие из других регионов, оценили уровень организации и своих соперников. Хороший соперник, бой был достаточно все равно конкурентный, просто противника пошла кровь из носа, поэтому бой остановили, чтобы не было дальнейшей травмы. А так, хорошая позиция, да и сам турнир. Я первый раз боксирую на открытом ринге, поэтому для меня это нечто необычное. Оценивали турнир профессиональные судьи. Каждый бой, как положено, один главный судья в ринге, следящий за боем и нарушениями, и 4 дополнительных, считающих удары. Зрители, пришедшие на состязание, остались под впечатлением от зрелищности. Сегодня приехал с Москвы как раз в Ачхой-Мартан. Друг позвал на бой, брат мой. Вот немножко опоздали, правда, но вот сейчас второй, третий бой по счету смотрим. Видна зрелищность, виден уровень. Ребята сильные, ребята заряженные, разных возрастов, показывают, что умеют. Интересно, да. Круто, да. Все поединки на ринге получились очень интересными и захватывающими. Спортсмены – настоящие профессионалы, ну а турнир с этого года принимает статус регулярного и будет проводиться ежегодно. Всероссийские соревнования памяти Турпала Али Кукаева будут проходить до 15 июля. В этот день будут подведены итоги и произведут выдачу медалей и чемпионских поясов в 13 весовых категориях. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская республика. Пожарно-тактические учения сотрудников Главного управления МЧС России по Чеченской республике прошли в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк». По легенде, пожар произошел в одном из ресторанов. В ходе учения были отработаны действия по эвакуации посетителей и работников, а также спасению условных пострадавших, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Спасение из задымленной зоны проводилось звеньями газодымозащитной службы, а также с крыши зданий с помощью альпснаряжения. Одновременно с этим был ликвидирован условный пожар. Всего от МЧС было задействовано 65 человек и 16 единиц спецтехники. Все поставленные задачи в ходе учения были успешно выполнены.
Маршрут выживания, полосы и препятствия, комбинированная пожарная эстафета. Это немногие дисциплины, которые проходят команды со всего СКФО. 170 участников выполняют различные испытания на ловкость, выносливость и знание пожарно-спасательного дела. В Шатойском муниципалитете стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности». О целях турнира расскажет Медина Мударова. Команда «Ахмат» от Чеченской Республики участвует в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». Третий год подряд ребята становились призерами 2023. Для них еще один шанс занять первое место. Да, мы готовились 2 месяца. Команды у нас очень хорошо подготовлены. Надеемся только на победу. Команд, достойных первого места, здесь много. Ставропольский край – победители межрегиональных соревнований прошлого года. Ребята не знают слова «проигрыш». Прошлые соревнования межрегион проходили в Дагестане, прошли для нас успешно, заняли мы первое место. Вот, в этом году настрой какой: победить, поехать достойно представить наш Северо-Кавказский округ на всероссийских соревнованиях. Готовились тяжело, дети устали, но что делать? Как минимум на первое место мы готовы. Школа безопасности. Межрегиональные соревнования в 2023 году стартовали в Чеченской Республике. Станица Шелковская, Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних, отделение досуга и оздоровления. Здесь команды продемонстрируют свои умения действовать в чрезвычайных ситуациях. На торжественное открытие прибыл заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ахмед Усманов. Школа безопасности носит с собой практический характер применения тех или иных умений на, скажем так, поле боя, где произошло то или иное чрезвычайная ситуация или происшествие, способствует подготовке обучающихся к оказанию первой помощи, к спасению жизней наших граждан. Всех участников, всех наших гостей приветствую на радушной чеченской земле. Собрались участники со всего Северо-Кавказского федерального округа. 7 регионов: Дагестан, Ставропольский край, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия, Алания. Им предстоит пройти различные испытания на ловкость, выносливость и знания пожарно-спасательного дела. Ежедневно будут у них проходить состязания на водных объектах, в лесном массиве, силовые упражнения и также конкурсные мероприятия. Итогом данного мероприятия будут определены две лучшие команды, это в младшем и старшем составе, будут награждены межрегиональными кубками, и вы возьмут себе путевку на всероссийский этап. Цель соревнований – сформировать ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, выработке практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. В завершении мероприятия регионы выступили с концертной программой. В преддверии главных соревнований 170 участников прошли несколько этапов отбора. Это школьные, муниципальные и региональные. Лучших из них определят на межрегиональных соревнованиях. Они пройдут с 12 по 17 июля. Медина Мударова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. История зарождения чеченской журналистики, условия формирования и современное ее состояние исследовала в своей диссертации Ася Мальсагова. Сейчас эта работа переросла в книгу «Система СМИ Чеченской Республики», которую кандидат филологических наук презентовала в Национальной библиотеке. Автора со студенческой поры интересовало это направление, а комплексных исследований, посвященных масс-медиа региона после распада Советского Союза, было крайне мало. Этот пробел она задалась восполнить и сделала это с большим успехом. Об уникальности и новизне издания расскажет Зарета Джамалдинова. Среди приглашенных в актовый зал Центральной библиотеки города Грозный собралось много коллег Аси Мальсаговой. Эта талантливая журналистка опубликовала в этом году книгу под названием «Система средств массовой информации Чеченской Республики». Презентация данной книги сплотила людей разных поколений. Монография посвящена становлению и развитию средств массовой информации в Чеченской Республике в советский и постсоветский периоды. Ася Мальсагова более подробно рассказала о содержании книги собравшимся. Книга в первую очередь была представлена в Чеченском государственном университете, потому что профессиональных журналистов в регионе готовят именно там, и для студентов, аспирантов, ученых, преподавателей такие научные исследования представляют большую ценность. Сама еще, будучи студенткой этого университета, изучая историю становления и развития чеченских печати, радио, телевидения, цельную картину событий восстанавливала, пропуская через себя большой объем данных, которые приходилось по крупицам собирать и в библиотеках, и в архивах, и в отчетах различных ведомств, в
том числе по воспоминаниям ветеранов журналистики, журналистов-очевидцев, потому что целые периоды в современной науке остаются малоизученными, и комплексных исследований, посвященных системе СМИ Чеченской Республики, практически нет. Кроме того, мы могли сами наблюдать в последние десятилетия, как медийные практики эволюционируют стремительно, а изменения информационной повестки столь непредсказуемы, что теоретическая рефлексия событий просто не успевает за этим всем. В связи с чем региональная журналистика, как часть национальной системы СМИ России, остается одной из наименее системно исследованных, терминологически определенных, но при этом вызывающих устойчивый научный интерес в сфере медийного пространства. В сборе информации для книги автору оказала неоценимую помощь профессор факультета журналистики МГУ и в прошлом ее преподаватель Людмила Каханова. Работа так увлекла ее, что она по первому зову прилетела на презентацию работы в Грозный. Я полагаю, что такого типа мероприятия очень нужны и важны. Здесь очень важно, что книга написана о журналистике Чеченской Республики, и что это одна из первых работ, и опять-таки я уже говорила, если мы не будем познавать себя, если мы не будем собирать о себе информацию, если не будем ее оставлять другим поколениям, то действительно мы будем все бежать куда-то, и действительно за нами будет оставаться только пустота. В мероприятии приняли участие гости, которые с энтузиазмом анализировали книгу. Было сказано много конструктивных отзывов и теплых слов. Заслуженный журналист региона Зелимхан Ехиханов сожалел, что еще не успел прочитать и оценить данный труд. Сам, к сожалению, еще не читал. Судя по отзывам, это получилось у нее на высшем уровне. Обязательно прочитаю. Хочу пожелать самых таких успехов дальнейших. Как коллеги говорили, обязательно эту работу нужно расширить до докторской. В завершении дня Ася Мальсагова подарила книги всем присутствующим и с большим удовольствием подписала их. Данное издание восполнит многие пробелы в истории чеченских СМИ. Зарета Джамалдинова, Аслан Ахматов, Сайд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.